западные европейские санкции повлияли на рынок труда и занятость населения в России. Какова ситуация в Башкортостане, а также какие возможности дает портал «Работа в России», обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана. Юрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Как вы оцениваете сегодня ситуацию на рынке труда Башкортостана? Многие компании западные объявляют о своем уходе. Да? Что вы видите? Что происходит? Министерство семьи и труда Республики в ежедневном режиме отслеживает ситуацию на рынке труда. Основной информационной системой, в которой кумулируются все составляющие рынка труда, является единая цифровая платформа «Работа в России». И вот буквально сегодня мы с коллегами по службе занятости анализировали показатели, и я могу сказать, что на сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная. Скажу даже более, что за вчерашний день наблюдается снижение безработицы на 135 человек, и сегодня уровень безработицы 20 4 человека. Кроме того, мы с коллегами также анализируем и другие показатели. Это показатели количества лиц, которые находятся под риском увольнения. Сюда мы относим категории работников, которые работают неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, находятся в простое, либо в административных отпусках. Вот на вчерашний день было порядка 10 тысяч человек. Но при этом, для сравнения, чтобы это было как бы наглядно и понятно, на сегодняшний день служба занятости установила взаимодействие с более чем 10 тысяч работодателями различных организационно-правовых форм собственности, и в которых работают порядка 660 тысяч человек. Поэтому те цифры, которые я называл, порядка 10 тысяч под риском увольнения, это не критичные цифры. В принципе, мы такие цифры чуть меньше наблюдали и в досанкционный период. Да, наблюдается небольшой рост, но и мы это также связываем с тем, что мы активно взаимодействуем с работодателями. Работодатели стали активнее заявлять свою информацию о формах занятости, в том числе из-за этого идет рост. В каких случаях будете реагировать, если что-то пойдет не так? Ну, для нас у службы занятости как таковая основная задача не мониторинг, то есть это своего рода процесс. Нам важно понять, какой работодатель из 10-100 тысяч меняет занятость. И отреагировать то есть возникают риски, соответственно, увольнения работника. Поэтому у нас возникает задача первая разработать совместные меры, предложить работодателю меры, которые позволят сохранить работника. Если это невозможно, то значит с увольняемым работником проработать вопрос трудоустройства на свободную вакансию у другого работодателя. Юрий Михайлович, Ленара Хакимовна Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения, неоднократно говорила, что в нашей республике очень большой банк вакансий. Да? Сохраняется ли эта ситуация и где проще всего те, кто ищет работу, могут узнать эту информацию? Ситуация с банком вакансий также стабильная. На начало года было порядка 50 тысяч вакансий. На сегодняшний день у нас 48 тысяч вакансий. Наблюдается небольшое 4% снижение, но мы с коллегами также проанализировали эту ситуацию. Подобные отклонения небольшие со снижением наблюдались и в другие периоды, не связанные с санкциями или другими внешними изменениями экономики, которые влияли на рынок труда. На сегодняшний момент, как я сказал, 48 тысяч вакансий. При этом, если мы сведем с тем показателем, который я сказал чуть раньше, безработных 20 тысяч, то на одного безработного приходится более чем две вакансии. Какой уровень зарплат? Уровень, конечно, здесь дифференцированно подходить нужно. Здесь есть зарплата токаря, там порядка до 70 тысяч рублей. Есть вакансии с меньшим, но средний уровень заработной платы по всем вакансиям, которые есть на сегодня, составляет 24 тысячи рублей. Угу. Существует ли телефон горячей линии, куда могут обращаться как работодатели, так и те, кто остался без работы? Ну, безусловно, это
все службы занятости, которые находятся в муниципалитетах. Данная информация есть на интерактивном портале Республики Башкортостан. Данная информация есть на единой цифровой платформе «Работа в России». На что еще направлены сейчас действия Минтруда? Ну, в первую очередь, это нужно понимать, какие процессы сейчас происходят у работодателя. Это первое. И если коротко, то что происходит? Ну, это вопрос сокращения, вопрос увольнения. Наша задача же предотвратить рост безработицы и способствовать ее снижению. И в этой части мы сейчас, Министерство семьи и труда, как координатор, разрабатывает план сохранения занятости населения в рамках санкционной политики Запада. Этот план мы переформатируем из плана по восстановлению численности занятого населения, который был в рамках пандемии. И я напомню, что мы результатом данного плана стало успешное завершение. Мы достигли, даже улучшили показатели безработицы и количества занятого населения. Сейчас мы разрабатываем такой же план. Буквально на днях сегодня анализируем, собрали информацию со всех органов республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Могу сказать о республиканских части плана, то есть стоимость его будет порядка 700 миллионов рублей. И так или иначе, все эти мероприятия республиканской части будут направлены на сохранение занятости порядка 60 тысяч человек. Кроме того, Министерство семьи и труда по своей линии отрабатывает сейчас и с Минтрудом России в части возможного привлечения средств дополнительно из федерального бюджета. Ждем соответствующий ответ и, безусловно, инкорпорируем эти мероприятия в наш план. Опять же, наша задача данным планом предотвратить рост безработицы и в конечном итоге, если такое будет наблюдаться, привести к тем показателям в части занятого населения, в части безработицы, те, которые были в досанкционный период. На какой период рассчитана поддержка? Ну, мы сейчас говорим о 2022 году и для себя ставим календарно те целевые задачи, это декабрь 2022 года. Расскажите, пожалуйста, а с какой картины мы заходили в 2022 год? 2022 год, безработица по линии Международной организации труда самая низкая, 3,8 за четвертый квартал, в общем по итогу было 4,3. Это исторический минимум в современной России для Республики Башкортостан. Количество вакансий у нас было в целом, если сравнивать за весь период, более 400 тысяч. При этом брать, если до санкционный период, 2020 год было 284, то есть рост практически более чем в 1,5 раза. И количество занятого населения, это с учетом занятых и безработных, чуть более 1 900 000. Вот ровно эти задачи, которые были на декабрь прошлого года, мы поставили для себя нашими целями, которые мы обязательно должны достичь. Юрий Михайлович, можно ли говорить о том, что компетенции и опыта достаточно у Башкортостана, чтобы отреагировать быстро на любые вызовы, которые возникнут из-за влияния санкций? Вы знаете, я здесь, может быть, не с позиции хорохориться, но мы работаем с нашими коллегами из других субъектов Российской Федерации. Мы очень активно участвуем в жизни Минтруда Российской Федерации и службы занятости Республики Башкортостан, я не побоюсь этого сказать, одна из самых сильных, которая своевременно реагирует на изменения на рынке труда, возникновение напряженности в части предотвращения и ухудшения ситуации. Ну и данные статистики это подтверждают. Совершенно верно, совершенно верно. Юрий Михайлович, если коротко, что бы вы посоветовали тем, кто беспокоится на тот случай, если он потеряет работу, что им в первую очередь делать? Первое, я хотел бы сказать, чтобы никто не делал каких-либо скоропалительных шагов, не оценив ситуацию в части смены профессии.
Еще раз, то есть пока ситуация стабильная. Я вот смотрю информацию Forbes Russia, то есть там прогнозируется рост безработицы. Подобная ситуация может наблюдаться и в Республике Башкортостан, поэтому прежде чем изменить, посмотреть еще раз. Если вы уходите с данного места работы, самостоятельно решив это, посмотрите, куда вы можете устроиться, чтобы у вас не было промежутка времени, когда вы безработный, а значит и теряете доход. Это первое. Второе. Если все-таки работодатель вследствие внешне складывающей экономической ситуации предлагает вам либо неполную занятость, либо сокращение, то у каждого работника есть свои права, которые и работодатель должен в рамках Трудового кодекса выполнять. Это и в части простоя, в части сокращения, в части административного отпуска без сохранения заработной платы. И в этой части, если вы чувствуете, что у вас не хватает информации, то или вы видите, что здесь есть нарушение, то вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда Республики Башкортостан, которая является надзорным органом в части соблюдения трудового законодательства. И если вы в конечном итоге знаете, что вы скоро останетесь без работы, либо вы сейчас без работы, то однозначно следует обратиться в службу занятости населения, где вам предложат различный спектр государственных услуг и в части поиска вакансий, какие для вас подходят. Если они для вас не подходят, то вам будет предложен пакет, возможно, профессионального переобучения, где вы уже в соответствии с полученной квалификацией можете трудоустроиться и продолжать свою работу. Спасибо большое за рекомендации, Юрий Михайлович. Это была программа интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня нашим гостем был первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Юрий Мельников. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.